Самый узкий переулок в мире. В мире? В мире, точно. Отвечаете? Да, заходили на сайт книги рекордов Гиннесса и выяснилось, что самый узкий на сегодняшний момент был обнаружен в городе Дюссельдорфе в Германии. Его ширина равняется 40 сантиметров. Ширина этого переулка, который сегодня будет торжественно назван Грибным, равняется от силы от 10-15 до 5 в самых узких местах. Вот если встать примерно у указателя, который сейчас будет торжественно открыт, можно увидеть в проем и понять, что это два разных дома и что это действительно переулок. Вот и все. Но обычно переулки, они же функциональные, то есть там пройти можно, здесь не протиснуться, не проползти никак. А зачем протискиваться? В переулках иногда можно протискиваться, например, каким-то культурам, грибным, например, спорам, не знаю, просто любоваться. Не надо протискиваться. Хотя можно протиснуть туда какую-нибудь животинку. Республика Коми является родиной грибов и самым грибным местом в мире. Потому что Кастанеда, Мексика — это уже прошлый век, а будущее за севером за нашими грибами. Соответственно, чтобы придать чтобы бренд вынести с площади Твиттера, с интернет-площадок в более-менее официальную сферу, почему не поступить следующим образом? Коль нашелся у нас переулок, хороший инфоповод, то почему бы не потянуть позитивный, приятный бренд? Какие у них ассоциации должны возникнуть? Никаких ассоциаций не должно возникнуть. Нет? Не должно возникнуть. Переулок, не обязательно по нему должно быть возможно пройти. Который сейчас есть переулок, самый узкий в мире, 40 сантиметров, там тоже не каждый пройдет. Соответственно, почему бы не сделать 10-сантиметровый? Сейчас будет сессия горсовета, если городской совет решит, что стоит придать официальный статус, то отлично. Если нет, то что же поделать? Сейчас будет достаточно торжественный такой момент, думаю, многие блогеры Сыктывкара, которые участвовали вообще в этих идеях и прочее, такой символический момент. Словно говоря, как будет дальше эта грибная история развиваться, все-таки зависит от тех, кто здесь в том числе и присутствует. Поэтому, надеюсь, все будут поддерживать и ходить почаще за грибами и придумать различные, в том числе мифы, потому что во многом продвижение региона зависит от того, как много мифов в этом регионе. Надеемся, что здесь будут ходить туристы, здесь будут ходить сами жители, фотографироваться, назначать свидания. Экскурсии будут водить из соседних музеев, которые недалеко, и краеведческие, национальные галереи, исторические. Как раз будет такой дуговатый маршрут от площади к Кировскому парку через это замечательное место. Где оркестр? У нас есть предложение, когда все грибные места в Сыктывкаре, они находятся там. Ситкыркыч, Заречье, не будем говорить какие, держим тайну. И все равно путь нормальных грибников, даже если они на машине едут, проходит через примерно этот район. Есть предложение, чтобы грибной урожай был достаточно обильный, пройти один раз, а второй раз вернуться и пройти в обратную сторону, уже с урожаем, в благодарность. Вот и все. Возможно, сюда будут приезжать молодожены. Помогло или не помогло. Возможно, здесь будут натирать знаете, для счастья.